С древнейших времен, испокон веков и тысячелетий, каждому народу было свойственно иметь своих князей, царей, королей и иных правителей, выполнявших функцию единоличной власти. На протяжении всей истории, практически во всех государствах, были свои главы в лице единого руководителя, которые по своему социальному и иерархическому статусу занимали наивысшее положение. Однако ингуши являются тем народом, исторически не обладавший формой государственного правления, заключавшейся в наличии верховного правителя, а всеми государственными делами у ингушей ведал совет старейшин, именуемый Мехкхэл. Разбору в Мехкхэл подлежал довольно широкий круг вопросов. На нем старейшины решали дела, связанные с землевладением и землепользованием, определяли меру наказания за различного рода нарушения норм общественной жизни, устанавливали цены на определенные товары и скот. Они решали также вопросы укрепления поселений, взаимоотношений с соседними обществами, войны и мира, проводили сбор средств для общественных нужд и так далее. Далее будут приведены фрагменты из исторических источников и архивных материалов, в которых описывается общественно-политический строй у ингушей в прошлом. Иоганн Готлиб Георгий, немецкий химик, этнограф, путешественник, профессор минералогии и академик Императорской академии наук. В ходе своего путешествия по Российской империи составил подробный этнографический справочник под названием «Описание всех народов, обитающих в российском государстве», вышедший в 4 томах. Во второй части данного сборника, изданном в 1799 году, присутствуют сведения о народах Кавказа, в частности небольшая информация об ингушах. Ингуши, или ингушцы, живут по реке Кумбалей около Терека. Князей у себя не имеют, но выбирают для управления собой старейших из знатнейших фамилий. То же самое отмечал Иоганн Гюльденштедт, естествоиспытатель и путешественник на русской службе, побывавший на Кавказе в 1770-1773 годах, и написавший книгу о своих наблюдениях по кавказским народам. Ингушцы не имеют у себя дворянства, но они, как независимый народ, выбирают себе старшину и судью, который управляет именем целого общества. Архив князя Воронцова. Бумаги разного содержания. Материалы за 1747-1791 годы. На странице 393 данного труда также указывается, что ингуши – народ, не имеющий ни владельцев, ни князей. В книге осетинского писателя Хаджи Мурата Мугуева под названием «Ингушетия», написанной в 1931 году, содержится сказание об удивлении чужестранца отсутствию князей у ингушей. Среди горских племен Северного Кавказа ингуши являются единственной народностью, у которой никогда не было никаких сословных разделений. В то самое время, когда соседние с ними кабардинцы и осетины имели у себя князей, узденей и алдаров, малочисленные, но свободолюбивые ингуши не знали над собой князей и дворян, легко и просто управляя собою через совет старейшин ингушского народа. Еще и поныне, гордые этим высоким прошлым, ингуши рассказывают старинную повесть о том, как в далекие от нас времена к одному ингушу заехал из Дагестана проезжий. Во время ужина ингуш, слыша несколько раз от гостя слово «бег», спросил его о значении этого слова. Гость объяснил и в свою очередь спросил ингуша об их беках и князьях. Услышав гордый ответ о том, что среди ингушей господ нет, гость весьма удивился и взволнованно спросил: «Кто же вы такие, если живете без господ?» «Мы», — переспросил ингуш. «Сейчас объясню. Есть у вас кто-либо выше бека?» «Есть», — пролепетал удивленный лезгин. «Кто?» «Большой человек, сам хан». «Ну а выше его? Еще кто есть?» «Есть, но только далеко, сам падишах». «Так. Но выше падишаха кто-нибудь есть?» «Кто же может быть выше падишаха?»
Один только Аллах и пророк Магомед, да благословит его Аллах, и приветствует. Ну вот ваш падишах нам равный человек. У нас тоже, как и у него, кроме Аллаха никого нет старше. Книга под названием «Ингуши», написанная в 1925 году, автором которой является лингвист-кавказовед Николай Феофанович Яковлев. Из данного труда можно извлечь подробное предание о безуспешной попытке ингушей выбрать себе князя в средневековые времена. Испокон века жили ингуши в Галгайском ущелье. Поперек ущелья была сделана каменная стена, и стояла их стража у единственного входа. Без разрешения часовых никто не мог ни выйти, ни войти. Начальником у входа был некий Пхигал-Биарий. Стражей вся страна находились под управлением отца, то есть старшины, старшего в роде, 3 селений, отца Беркимхоевых, отца Евлоевых и Ферта-Шоулы, устанавливавших законы. Однажды пришла им в голову мысль: сколько ни живет на свете людей, у всех есть свои князья. Не лучше ли нам поставить над собой князя? И каждый из 4 в сердце своем мечтал сделаться князем. Тогда собрали они всех галгаев. 3 дня и 3 ночи продолжалось их совещание на лугах Соу. В те же времена жил один ингуш по имени Ивиздыгаст, который известен был своей мудростью и богатством. Он не был воинственным человеком и славился гостеприимством. Чаша Газда, из которой он угощал своих гостей, вошла даже в пословицу у ингушей. Она была так велика, что 3 человека с трудом поднимали ее. Этот Гаст один не явился на всенародное собрание, и за ним, как за именитым человеком, послали Галгай-вестника. Но Гаст наотрез отказался явиться и сидел дома 2 дня, пока шло совещание. На 3-й день он узнал, что собравшиеся готовятся метать жребий, кому быть князем на Ингушии, и готовят всего 4 жребия, для отца 3 селений, для отца Беркимхоевых, для Евлоевых и для Ферта-Шоулы. Тогда Ивиздыгаст стал собираться в дорогу. На себя надел он шелковый халат, оседлал лучшего коня, взял отделанную золотом шашку. Свою роскошную шелковую одежду опоясал он грязным вьючным ремнем, которым увязывается груз на спине осла. В таком виде явился он на собрание, где сошлась вся страна галгаев. После того, как он приветствовал собравшихся, пожелав им здоровья, его вывели на середину круга и стали спрашивать: «Скажи, почему не являлся ты эти 3 дня на собрание? Ведь мы несколько раз посылали за тобой. А что мог бы я сделать, если бы и пришел?» Отвечал Гаст: «Почему ты на коне, почему надел шелковые одежды, почему привесил к поясу отделанную золотом шашку и почему опоясался грязным ослиным ремнем? Не идет разве мне этот грязный ремень?» — спросил Гаст. «Как может идти ослиный ремень к шелковой одежде?» — отвечали собравшиеся. «Клянусь моим отцом», — воскликнул Гаст, — «как ослиный ремень к шелковым одеждам, так князь и раб не идет к ингушам». Тогда все собравшиеся единодушно постановили: «Пусть вырастет негодное потомство у того, кто отныне предложит поставить над нами князя».